Всем привет из солнечного Крыма, Ялта. Конец марта. Затянуло все облаками, дымка. Сегодняшний маршрут у нас в Коцевеле. Семейск, Коцевеле. Где-то плюс 10 сейчас температура. Да, пасмурно. Сейчас заедем на Приморскую набережную, посмотрим. Посмотрим обстановочку. Ого, какой стоит корабль. Вон стоит Тихогруз Рио, как в этом, в Геленджике. Тихогруз Ялта.
Так, все. Выезжаем с Ялты, едем в сторону Ливадии, на Ливадийский дворец. Все. Поехали, поехали. Сейчас чуток согреемся, так прохладненько. Вчера было плюс 15, сегодня, конечно, не плюс 15. Сегодня из-за тумана такой воздух холодный, градусов как 8. Покажу вам, как я езжу в Семииз, в Коцевеле, какими дорогами, тропами. На подъем залетели. Это дом, который вечером, ночью светится. Постоянно включают подсветочку. Так, нам надо сюда уйти на левую сторону. О, какой туман. Затянуло все. Да. О. Туман. Сплошной туман. Так, а ну-ка, секундочку, сейчас. Капец туманище. Да. Да, туманчик такой нехилый.
подъем, на подъем. Крутим, крутим, крутим. Вот этот сейчас тут будет подъем ливадийский. Ну, это чтобы в объезд прямо не ехать, это такая срезка. Срезочка. Ливадия. Сейчас будет налево на Ливадийский дворец, направо на трассу, которая на Арианду ведет. Сзади машина, пропустим. Туманчик такой, конечно, давно такого тумана не было. Тут что-то строят, роют. Собаки лежат, отдыхают. Вот Ливадийский дворец, сейчас заезжаем. Добро пожаловать в Ливадийский дворец. Сейчас поедем направо. Да, погодка сегодня. Весна вот такая вот непредсказуемая. То холодно, то тепло, то холодно, то тепло. Март месяц вообще, он уже конец марта. Весны толком и не было. Сейчас покажу вам. Вон. Ливадийский дворец в тумане. Туман такой именно. Ха. Красота. С 1911 года по 2023 год Ливадийский дворец. По правой стороне ездит.
Туман везде, и здесь даже. Почти как на Айпетре было вот недавно. Начало царской тропы. Царская тропа. Ливадия. Едем до Арианды, чтобы спуститься на трассу и ехать по трассе уже. Люди гуляют. Пятница, почти выходной. Кися на дороге чухается. Многие деревья уже распустились. Вон туманище вообще. Море не видно. Сплошной туман. Сейчас вам покажу, где там это море и вообще где что. Вон. Все вообще ничего не видно. Жесть. Да. Туманчик такой вот. Арианда, ротонда, белоснежная в Арианде. Красивая, белоснежная. Так, погнали дальше.
Сейчас тут камни эти проедем. Есть гостиничный комплекс с бассейном, с баней. Вот там с видами на море. Забыл только, как он называется. Вот ты. Ёпсель. Что-то с перекидкой. Что-то у нас с перекидочкой. Новая трансмиссия, а цепь, либо цепь короткая, либо это задний переключатель, лапка короткая, чуть-чуть не хватает. Ох, тут все как прям зацвело. Белоснежные деревья. Опять перекидка, блин. Все, сейчас переезжаем на ту сторону. Что-то не хочет. Непонятно. Что-то там не хочет нормально переключаться. Все, сейчас едем вниз.
туман серьезный. Он, наверное, до самого Семиза. Этот туман. Тут что-то делают, генераторы, что-то. Моря не видно. Сплошное туманище. Вон, не видно вообще ничего. Ни Ялты даже он отсюда не видно. А не, вот здесь чуть-чуть видно море. Чуть-чуть. А вот Ялты уже отсюда не видно. Забор он ставят, закроют скоро отсюда вида. Никакого не будет. Вот автобус, где этот взялся автобус? Туман и здесь тоже, везде туман. Никуда от него не денешься.
45. Блин, тут машины поставали. Сейчас, секундочку. Все, погнали дальше. Ласточкино гнездо. Здесь он парковку сделали. Сорок пяточку валим. Прохладненько тогда с этим туманом, блин. Конечно. И здесь тоже туман, ничего не видно.
Так, это у нас Мисхор, Карис, а сейчас Карис у нас. Потом будет Мисхор. Юсуповский дворец направо. Вон туда вверх надо ехать. Только он часто такое, что приезжаешь, он не работает. Самые посещаемые дворцы и самые, которые постоянно всегда открыты, это Воронцовский дворец и Ливадийский дворец. А, ну еще Массандровский. В принципе, да, вот три дворца, которые постоянно всегда открыты. А в этот Юсуповский приезжаешь, то работает, то не работает, то кого-то там они ждут, закрывают. Вот такие дела. Так, уже мы Мисхор проехали. Уже сейчас Алупка. Растерялся, я ж ему машу, проезжай уже. Как-то они тут ездят, местные эти, непонятно, посреди дороги и даже к моей стороне прижимаются, блин, тут все строят, стройки вечные, уже сколько лет этим зданиям. Тут поворот такой опасненький, особенно если автобусы большие эти, они тоже прям прижимаются к моей, блин, стороне. И было такое, что он вот выезжает уже, и вот я тоже уже поворачиваю, он такой раз в сторону резко, олени. Есть полоса твоя, едь по своей полосе. Нет, надо либо по всей дороге ехать, либо прям прижиматься к другой полосе. Тут и так дороги не такие уж и широкие. Цветет все и пахнет. Только толку весны, можно сказать, нету. Что это 8 градусов, 10? Что это за весна? Весна должна быть 20-25. Стабильно. Но, как я уже рассказывал, стабильности последние лет 5 или даже больше, чем 5
5 лет 7 уже. Стабильности нету. Все в тумане, горы в тумане. Хотел показать с правой стороны Айпетри горы, но они в тумане тоже. Сегодня, в общем, туманный день. Вот, а такие вот автобусы, если выезжают, то это все хана. Что-то там фотографируют. Все, уже почти доехали. Вот сейчас уже будет Воронцовский дворец, ворота. Кофе, наверное, идти пить не будем, уже 5 часов. Поедем сразу в Коцевеле. Тут тоже он ремонт был, магазин еще никак этот не сделают. Короче, тут они уже год делают всякие ремонтные работы в Воронцовском дворце, рядом меняют всякие трубы там. Все, приехали. Сейчас пройдемся пешком. Сейчас посмотрим, сколько у нас на часах. Так, все, не, кофе мы пить не будем, решил я. Это сейчас пока выпьем, это туда-сюда полчаса где-то уйдет. Поэтому едем дальше в Семейск. Сначала едем. Сейчас тут пока по парку прокатимся. Можжевельники. Всякие сосновые деревья. Запах тут, конечно. Да, тут все были. Тут, наверное, я не знаю, кто здесь не был еще. Все были здесь, в Воронцовском дворце. Все знают, какой здесь запах, какой здесь что.
Люди гуляют. Мужик только что жене или девушке такой говорит: о, что это у него за камера? А, Insta360. Вот пляж Воронцовского дворца. Тоже все пораскопали. Гор не видно. Здесь и детский пляж. Есть даже называется детский пляж. Вот сейчас тут будет название. Детский пляж. Котики. Котики сидят. Проход закрыт. Ремонт. Здесь типа проходная. Такс. Текут ручейки, горные ручейки. Поднимаемся наверх. Тут будут один подъемчик, там еще один дальше подъемчик. Вот этот подъемчик сейчас тут будет. Что-то там щелкает цепь. Что-то там не в порядке.
Что-то там не в порядке, надо, чтобы трансмиссию посмотрел мастер, фломастер. Все, едем в Семис. Иху! Так, Семис, по-моему, уже табличку проехали, или она чуть дальше.
Семиис. Секундочку. Прохладненько тогда. Из-за этого тумана. Собака лежит, отдыхает. I never had time to myself.
Он, каракошка в тумане. Ха. Прикольно. Собака сидит, смотрит. Да, в тумане. Кошечка. Кошечка в тумане. Едем в Коцевеле мимо горы Кошки и скалы Дива. Скала Дива по левой стороне, а гора Кошка по правой. Вот тут тумана нету, море видно. Сзади машина нас едет. Давай, 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 братан, газуй! Скала Дива, он по левой стороне была. А теперь вам сейчас покажу, как я езжу в Коцевеле. Нестандартный чуть-чуть будет маршрут. Все ездят по дороге обычной, а мы ездим по грунтовым дорогам. Такс, поехали. Пристегнули ремни. Вот так. Вот такая тропинка здесь есть. Люди здесь пешком ходят, а мы ездим.
Амортизатор задний, блин, надо срочно менять. Этот, как его там, ремкомплект. Так, надо тут ножичек взять и подчикать. Тут эти деревья, а то я тут с трудом проезжаю. А здесь так вообще. Ого, заросло как. Капец. Заросло капитально. Заросло капитально. Опа. О! Еле проехал. Тут травушка зеленая. Капец, она тут вообще зеленая-зеленая. Как будто прям уже реальная весна. Но оно и так уже весна. Вот только как бы не это. Не совсем. Еще тепло. Вот видите, как мы тут ездим. Потом сюда вот так вот мы спускаемся. Опа. И потом сейчас выезжаем уже на дорогу. Вот дорога уже сейчас в объезд окольными путями. В общем, так надо нам где-то стать сейчас. А сейчас здесь станем. Вот здесь вот станем. Все, едем к спутниковой тарелке. Аквапарк Семииз закрытый, откроется летом. Отель Александрия.
дали со старту. За 5 секунд 40. Вон с левой стороны спутниковая